В общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия с представителями Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты. О том, какие услуги могут получать граждане пожилого возраста, рассказали специалисты социально-реабилитационного отделения. Сегодня, согласно федеральному закону номер 442 об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации, Центр предоставляет услуги в 3 формах. В форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме или в стационарной форме. Полустационарная форма обслуживания, где предоставляются различные виды услуг, такие как обучение навыкам компьютерной грамотности, повышение навыков финансовой грамотности, обучение финансовой культуре, привлечение граждан в социально значимые мероприятия. Это тоже все в рамках полустационарного социального обслуживания. Одним из больших таких блоков именно в полустационаре является школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов. Там мы рассматриваем различные темы, которые могут касаться жизнеобеспечения гражданина. Это пожарная безопасность, электрическая безопасность, здоровый образ жизни, мошенничество, способы защиты от мошенничества. Проходят лекции, прорабатывается тема, прорабатывается индивидуально с человеком вопросы, которые у него возникают в ходе занятия. Проводим анкетирование, выявляем, какой уровень усвояемости материала. Все как в настоящей школе. Замечательно. Также у нас в полустационарной форме обслуживания проводятся занятия по адаптивной физической культуре именно для граждан пожилого возраста. Занятия у нас проходят по вторникам в 10 часов утра. Для записи можно обратиться к нам в 208 кабинет соцзащиты по Куратовой 66 или позвонить по телефону 319 25. Занятия, как я уже говорила, еженедельные, да, проводятся в течение часа. Дальше такая форма у нас обслуживания, как социальное обслуживание на дому. Да? Это могут быть не только граждане пожилого возраста, это могут быть также инвалиды, да? Матери участников СВО, да? Могут быть это семьи, имеющие на воспитании ребенка инвалида, они также ставятся на социальное обслуживание. Гражданин обращается лично к нам в соцзащиту, да, также в 208 кабинет, 212 кабинет. Можно обратиться по телефонам 19 25 и 3 14 69, оформить заявку, чтобы специалист выехал на дом, если гражданин, допустим, не может выйти сам самостоятельно из дома, а ему необходима помощь в оформлении на социальное обслуживание на дому. Да. Мы собираем полный пакет документов, далее проходим медицинское обследование до гражданина, оформляем личное дело, передаем в отделение обслуживания на дому, и в дальнейшем социальные работники приходят к гражданам на дом. Все зависит, посещение зависит от нуждаемости гражданина. Да? Кому-то, может, это нужно быть 2 раза в неделю, кому-то это будет необходимо ежедневно, утром и вечером. В рамках реализации системы долговременного ухода реализуются различные стационарозамещающие технологии, направленные на максимальное продление жизни человека в привычной домашней обстановке. Уход за гражданами пожилого возраста, одиноко проживающих, это в рамках 68-го закона. Да. Эти граждане у нас оформляются через признание нуждаемости в стационарной форме обслуживания, через региональный центр, который находится в Сыктывкаре. Дальше подбирается сиделочка, и гражданин, не выезжая, не помещая стационарное учреждение в дом-интернат, обслуживается на дому. Как правило, у одного гражданина одна сиделка. Ну и, соответственно, у одной сиделки один гражданин. Не как у социальных работников участок. Несколько пациентов. Они заключают 3-сторонний договор между сиделкой, нетрудоспособным лицом и нашим учреждением. И у них по итогам месяца выплачивается вознаграждение, которое устанавливается федеральными и региональными законодательствами. Что очень удобно, что не надо человеку выезжать в Сыктывкар. Это всегда непросто. Да, также в том числе лицо, которое осуществляет уход за нетрудоспособным, у нее, у данной сиделки учитывается пенсионный стаж, идут налоговые отчисления.
Да, это вот кому нужно вот Очень заработать стаж, в том числе и общий северный. На базе центра работает школа безопасности. В ее рамках проводится информирование граждан в вопросах безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, по пожарной безопасности, электробезопасности, юридической, психологической, информационной безопасности, осторожно мошенники, о мерах безопасности при использовании газового оборудования, стоп-коронавирус и других. Функционирует программа сопровождаемого проживания, школа родственного ухода и многие другие. Часто возникают вопросы, касающиеся того, какие конкретно услуги или виды работ выполняют социальные работники. Какую помощь соцработник может пенсионерам оказывать? Что входит, в какие виды работ может быть? Ну, Например? в основном это социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги. Да? В социально-бытовые услуги входят это покупка, доставка продуктов, это приготовление пищи, кормление, уборка, покупка и доставка лекарственных препаратов. Да? Социальный работник может также выписать бесплатные рецепты, да? Если у человека положено по каким-то льготам бесплатное лекарственное обеспечение, также можно сходить за рецептами, приобрести их в аптеке на Дзержинского, 19, принести домой. Также у нас идут социально-медицинские услуги, это наблюдение за состоянием здоровья, да, то бишь измерение давления, да, прием лекарственных препаратов. Контроль за приемом. Контроль за приемом лекарственных препаратов, уколы наши социальные работники не делают. Также вот эта уборка у нас жилых помещений, купание, переодевание, да, личная гигиена. Все необходимо. Все, что необходимо, да. По любым имеющимся вопросам, касающимся предоставления социального обслуживания, можно обращаться в территориальный центр города Инты по адресу Куратова, 66, либо по телефонам 3 19 25 и 3 14 69.